Цакамялдыр Едилевс. З ваша китырчык дянчыл тяхт корреспондента интервьюлар Едилев Аркадис. Цель визита – это решение 3 вопросов. Первое – представление нового министра внутренних дел подполковника милиции Медова. Второе – это встреча с личным составом МВД Республики Ингушетия, определение для них первостепенных задач и, наверное, определение направлений деятельности. И третья это задача сегодняшнего дня на территории Республики Ингушетия распоряжением министра внутренних дел Российской Федерации генерала армии Нургалиева Рашида Гумаровича проводится специальная комплексная профилактическая операция. Те последние события в Республике Ингушетия, которые вызывают, прежде всего, я считаю, огромное неприятие у населения солнечной и прекрасной Ингушетии, это бандитизм на улицах и дорогах. Второе, это обстоятельства, это действующие сегодня до сих пор определенные осколки бандподполья, вышедших или скрывшихся с территории Чечни, где проводится контртеррористическая операция с целью здесь отлеживания и, будем говорить, перегруппирования. Это вторая задача СКПО. И третья задача, это самая главная, я считаю, определяющая, это обеспечение мирного, созидательного и спокойного труда у жителей Ингушетии. Ведь я могу сказать, что если кто-то считает выпады или нападения бандитов касаются только конкретных лиц в той или иной степени пострадавших, то я могу сказать, что по общей статистике, в том числе по статистике особо опасных преступлений на территории Республики Ингушетия, в результате действия бандитского подполья против представителей федеральных структур и правоохранительных органов МВД Республики Ингушетия и прокуратуры, 40% пострадавших это просто гражданское население, это мирные люди, которые никоим образом не связаны ни с какими там, извините, репрессивными или иными действиями в отношении населения. Вот я считаю, что то, что я увидел сегодня, сотни строительных площадок, то, что увидел прекрасные возводимые новые здания, включая и прежде всего социально-бытовой сектор, жилье, оно требует защиты, обеспечения спокойствия в вашем прекрасном субъекте. Аркадий Леонидович, вот вы отметили, что милиция республики работает в достаточно сложных условиях. Ну, какую помощь там практическую, материальную намерены МВД России оказать республике? Ну, прежде всего, сейчас будет ряд переназначений. Все переназначения согласовываются с президентом Республики Ингушетия, с вновь назначенным министром. Кандидатуры подбираются прежде всего министром внутренних дел республики, подполковником Медовым. Я считаю, что кадровое обеспечение – это первоочередная задача. Зам по тылу находится сейчас в Москве и решает вопросы по обеспечению дополнительными автотранспортными средствами, дополнительными финансовыми денежными вливаниями. Я уже не говорю то многообразие вопросов материально-технического и, будем говорить, продовольственного и так далее, обеспечения личного состава МВД Республики Ингушетия.